День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за развитиями событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, мы расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Российская миссия завершила спасательные работы в Турции. По последним данным, жертвами землетрясения там стали более 38 тысяч человек. В Якутии продолжаются отчеты правительства. Наши корреспонденты узнали, какие темы поднимали жители Мирного и Ленска. Автобусы в Якутске начнут ходить по-новому. Расскажем, как изменится столичная сеть городского транспорта. Поднебесная для бизнесменов. Китай открывает границы, но есть нюансы. Наш корреспондент разбирался в тонкостях после ковидного туризма. До вторых зимних игр «Дети Азии» остается меньше недели. Расскажем, какие виды спорта представят на соревнованиях. Число жертв мощного землетрясения в Турции достигло 38 044 человек. По последним данным, в ночь на пятницу на юге Турции, в провинции Хатай, произошло очередное землетрясение. На этот раз магнитудой 5,1 баллов. Напомню, сильные толчки магнитудой 7,7 произошли в Турции в ночь на 6 февраля. За ними последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Эти подземные толчки привели к серьезным разрушениям и жертвам в стране, а также в соседней Сирии. На помощь турецким соседям пришли сотрудники МЧС России и Минобороны страны. Российское ведомство 2 самолетами отправило 1500 палаток, 9000 спальных мешков и 9000 кроватей. Помощь шла из российских регионов, в том числе из Башкирии, Дагестана и Якутии. Республика, в свою очередь, отправила 10 модульных быстро возводимых домов, контейнеры для продуктов, а также иную гуманитарную помощь на сумму более 100 000 рублей. Трясло на этой неделе и Россию. 15 февраля сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки. Очаг залегал на глубине 64 километра под морским дном. Подземные толчки наблюдали и в соседней с Якутией Иркутской области. В минувший четверг на Байкале зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2, а в областном центре в Иркутске ощущались толчки до 3 баллов. На связи со студией моя коллега с телеканала АСТВ Мадина Халикова. Мадина, приветствую. Расскажи, где тебя застало землетрясение и вообще ощущались ли толчки? Здравствуй, Петр. Действительно, землетрясение застало меня в рабочий день, в четверг, но застало меня на работе. Толчки я никакие не ощущала, потому что была на улице, и в целом все, кто были рядом, сказали, что ничего не почувствовали. Узнали о землетрясении, если честно, сами из интернета, из телеграм-каналов, когда начали об этом в рабочих чатах активно писать, что геофизическая служба заявила о том, что у нас произошло землетрясение. По их данным, в Иркутске было 3 балла. Хотя, честно, их сильно не ощущалось. Мы, наверное, уже настолько привычные. А как иркутяне отреагировали на землетрясение? Может, была бы какая-то реакция у тех, кто живет ближе к эпицентру? Если говорить о том, где это произошло, за моей спиной есть карта. На ней отмечена точка, где случилось землетрясение. Напомню, что первые толчки были в 9:41, далее они последовали в 10:35, и уже чуть позже в 11:04, то есть в четверг была целая серия землетрясений. И самое сильное ощущалось в Большом Голоусном. Это было второе землетрясение в 10:35. Оно произошло в 18 километрах от поселка, поселок Прибрежный. И, собственно, конечно, там сильно и ощущалось на 4 балла. Ну, конечно же, если говорить о том, как реагируют иркутяне, они всегда реагируют очень бурно, так как у нас это целое событие. Мы, конечно, к нему привыкли, к всем землетрясениям, и называем его «Сибирский будильник». Правильно ли я понимаю, что область – это сейсмически активная зона, и небольшие землетрясения с маленькой магнитудой для вас – это привычное дело? Да, Иркутская область – регион сейсмический, поэтому мы здесь привыкшие. И геофизическая служба, и наши спасатели всегда нам говорят нашим жителям, говорят всем соседним регионам, чтобы не создавали панику. Потому что предугадать землетрясение, делать какие-то прогнозы невозможно. Это все-таки, скажем так, событие, которое от нас не зависит.
всегда просят соблюдать спокойствие, быть начеку и не поддаваться панике. Поэтому как-то так мы уже привыкли. Спасибо большое, Петр, что с нами связались. Желаю вам не поддаваться этой панике. Передаю тебе слово. Мадина, спасибо. Я напомню, с нами на связи из Иркутска была моя коллега с телеканала АСТВ Мадина Халикова. На этой неделе службе спасения республики исполнилось 30 лет. В честь юбилейной даты состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие органы правительства, представители муниципальных районов, а также руководители предприятий и общественных организаций. По указу главы региона за заслуги в предотвращении и ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и за многолетний добросовестный труд наградили лучших работников. Были присвоены почетные звания и знаки отличия. Напомню, в 1993 году в республике была создана поисково-спасательная служба. И вот уже 30 лет ежедневно в круглосуточном режиме спасатели приходят на помощь. Если первоначально служба создавалась, когда было 7 человек, то сегодня 267 человек уже. Это большой коллектив, очень разносторонний, технически оснащенный, много задач выполняем, лицензии, освидетельствованы на несколько видов аварийно-спасательных работ. Это, во-первых, поисково-спасательные работы, газоспасательные работы, работы по ликвидации аварийных розлив нефти и нефтепродуктов. 20 минут на сборы в любое время суток и на катастрофу, на взрыв, на пожар, на обрушение здания, на автомобильную аварию. В таких случаях порой сложно находить силы, чтобы продолжать прежний ритм жизни, ведь в психологическом плане принять чрезвычайную ситуацию куда сложнее. О тонкостях профессии психолога МЧС и о том, как помочь человеку в чрезвычайных ситуациях, мы поговорили с нашим следующим героем. Психологию я выбрал специально после, получается, школы, поступил в институт психологии целенаправленно. В 2019 году меня позвали в МЧС, я трудоустроился. Не сказать то, что это прямо осознанное было действие. Я поступил в институт, мне было это очень интересно, ввиду того, что довольно интересная наука, которая постоянно развивается. Вот. Интерес я уже приобрел в процессе учебы. У нас 5-дневная рабочая неделя, как всегда, начинается с 9 до 6 работы. Ну, естественно, если бывают вызовы, куда-нибудь на происшествие, чрезвычайные ситуации и так далее, то, естественно, будь то выходной, будь то нерабочее время, мы все равно выезжаем. В основном наша работа связана именно работа по экстренной психологической помощи и работой с личным составом. Если с личным составом, примерно так же, как и в МВД, в УФСИНе, то есть это психодиагностические методики. При поступлении на службу мы выявляем какие-либо профессионально важные качества или отрицательные, анти-ПВК, по-другому говоря. Также проводим мониторинг личного состава, то есть именно эмоциональное выгорание, профдеформацию, агрессивность и так далее, и так далее. Соответственно, с ним же проводим профилактические мероприятия, занятия по психологической подготовке и коррекционные мероприятия, которые у нас осуществляются в комнатах психоэмоциональной разгрузки. Есть еще экстренная психологическая помощь, где мы непосредственно выезжаем на происшествие. Это чрезвычайная ситуация различного характера. Для каждой профессии, если мы тестируем на пожарного, то у него одни должны быть профессионально важные качества. Пожарного отличная, хорошая память, особенно словесная, зрительная и, соответственно, настроение мышления ближе к аналитическому, чем, допустим, прагматическому или пессимистичному какому-либо. То есть человек должен понимать, приезжает на пожар, он должен анализировать данную ситуацию, из-за чего это произошло. Естественно, мы исследуем на вариационную кардиометрию, скорость реакции человека, и стандартные методики, которые выявляют личностные какие-то показатели и характеристики человека. Мы выезжаем на происшествие. Наша основная задача – это чтобы человек правильно воспринял горе, или правильно отреагировал, по-другому мы это называем. Когда человеку сообщают о том, что его близким что-то случилось, тяжелая ситуация, погиб или что-то такое произошло, у людей бывают разные эмоции. От стероидной реакции, агрессивной реакции, шок. Все равно человек будет испытывать те или иные эмоции утраты. А вот что будет, если он все-таки будет неправильно переживать? Могут произойти патологические какие-либо состояния, которым человек будет тяжело справиться с горем.
Поэтому наша работа и нацелена на это. Грубо говоря, четкого алгоритма никогда не будет. Психика человека — это такая предмет, который практически невозможно потрогать, но все мы ее ощущаем. И поэтому четких приемов никогда не бывает. Вот, допустим, представьте себе ситуацию, если сейчас позвонят, вызовут на происшествие, и там яркая, допустим, там истероидная реакция, мы ее называем. В основном, допустим, эта реакция направлена на привлечение внимания, когда человек не может справиться с данной ситуацией, но он зовет к себе дополнительные ресурсы человеческие, чтобы с данной ситуацией как-либо справиться. Но если это уже произошло, и у человека все равно этот механизм запущен, как в данной ситуации помочь? В основном эта реакция, как я и говорил, она направлена на людей. То есть и довольно очень эмоционально заразительная. Поэтому мы стараемся людей изолировать от толпы, чтобы она не дала распространения. Чаще всего она очень энергозатратная, и когда ты от толпы уже уводишь, у человека она заканчивается в течение 5-10 минут. У нас есть собственные психологи, и это называется супервизор. Он исследует наше эмоциональное состояние, особенно после каждых происшествий. У нас есть психологи, психологов. Я люблю свою работу за счет того, что наша работа не связана, когда ты видишь результат своей работы, потому что результат своей работы именно адекватного реагирования на горе можно увидеть только через год. Мы оказываем помощь здесь и сейчас. Я свою люблю работу, потому что эта работа связана с людьми. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели» мы продолжаем. Сотрудники МЧС России с первых дней специальной военной операции действовали мужественно и решительно, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам коллегии министерства. Президент обратил внимание, что в 2022 году сотрудники МЧС оперативно действовали при ликвидации последствий паводков и наводнений в Якутии и Крыму, в Краснодарском крае и в Кемеровской области. Многое было сделано для нейтрализации природных и техногенных пожаров на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Важно активизировать работу по формированию территориальных органов МЧС. Имею в виду прежде всего в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Пожарные, другие спасательные службы и подразделения должны быть укомплектованы всем необходимым и оказывать людям действенную помощь. Руководство МЧС прошу уделять этому направлению повышенное внимание. Важно совершенствовать систему гражданской обороны, в том числе с учетом новых вызовов и опыта ведения такой работы в ДНР и ЛНР на освобожденных территориях. Правительство утвердило правила назначения единовременных выплат в случае гибели или ранения волонтеров, а также сотрудников, командированных в новые регионы. Компенсации пострадавшим составят 3 миллиона рублей, а компенсации родственникам погибших – 5 миллионов. Ранее президент распространил такие меры на поддержке волонтеров ДНР и ЛНР на волонтеров Запорожской и Херсонской областей, а также установил дополнительные соцгарантии для командированных в новые регионы. Психологи из Якутии активно ведут работу с ранеными и проходящими лечениями военнослужащими. В рамках поездки на Дальний Восток клинические психологи, работающие сейчас во Владивостоке, совместно с сотрудниками постоянного представительства Якутии по Дальневосточному федеральному округу навестили военнослужащих, которые проходят лечение и реабилитацию. Основная задача встреч – моральная и психологическая поддержка бойцов, выявление их потребностей, работа со стрессом и беспокойством. Еще одна важная цель – доставка гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в госпиталях и санчастях Приморского и Хабаровского края. Груз был собран и отправлен региональным штабом Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» и Республиканским общественным движением «Якутия с тобой». В ходе индивидуальной работы проводились в дальнейшем работы групповые, оказание личностной мотивационной помощи. Вся эта работа проводилась совместно с Постпредством Республики Саха-Якутия в Хабаровске, Владивостоке. И ребята при каждой встрече были очень благодарны тому, что
земляки рядом с ними, потому что каждая встреча, каждый подарок с родины для них оказывался большим, огромным приветом. И это была основная, нам кажется, помощь того, что мы привезли сюда с собой из Республики Саха-Якутия. Переходим к другим темам. 3 дня в Ленском районе работала правительственная группа во главе с председателем Ольгой Балабкиной. Сразу же по прилету делегация разделилась и отправилась по поселениям, где работала в течение 2 дней. После состоялось рабочее совещание и встречи, прием граждан по личным вопросам и завершилась поездка отчетом правительства перед населением города. Подробности в материале наших ленских коллег. Наша съемочная группа побывала на отчетах с правительством в Бичинчинском наследии. Вопросов жители задавали не так много, но каждый из них касался развития их сел. Вот я сегодня задала вопрос, почему у нас это мало этих благоустроенных домов, да? Это потому что септики обслуживать тоже как-то очень трудно, да? Из Ленска вот машину заказать, нету полигона. Нам говорят, септик сделайте, и там дырку, и там туда пойдет. А потом, если проверка придет, и куда штраф заплатить, тоже не хочется. Не обошлось и без слов благодарности. Бичинчинцы сказали спасибо правительству за внимание к их поселению. За последние 2 года в селе произошло много новшеств. Проведен интернет, появился кинотеатр, стабильно развивается сельское хозяйство. В это направление вкладываются большие средства. Обратились к правительству с проблемными вопросами и жители поселка Северная Нюя. Сельчан больше всего волновал вопрос оттока населения из наслега. Причина тому – отсутствие доступного образования. В селе нет ни школы, ни детского сада. Еще один важный вопрос – это строительство фельдшерско-акушерского пункта и привлечение в село медицинского специалиста. Также стоит вопрос по КСК, либо по зданию клуба по строительству, в связи с тем, что здание клуба у нас тоже аварийное. И эти проблемы, они задаются, вопросы из года в год. К сожалению, решаются очень долго и сложно, поэтому они и ставятся, эти вопросы. Также жители задавали вопросы о некачественной связи МТС, которые просили, чтобы было улучшение. После общения с населением 14 февраля Ольга Балабкина встретилась с семьями мобилизованных. Также заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия провела незапланированную встречу в Ленской центральной районной больнице. Такое решение было принято после общения с населением. Основные вопросы жителей касались именно проблем с отраслью здравоохранения, отсутствия многих узких специалистов и терапевтов. Это проблема, которая не решится в секунду. Да, поэтому, тем не менее, помощь это необходима, поэтому сегодня мной принято решение и соответствующий приказ пройдет Минздрава Республики, по которому мультимедийная бригада узких специалистов отработает в Ленском районе, затем в последующем она сможет вести консультации через телемедицинскую консультацию. Это, безусловно, бесплатное оказание медицинской помощи в рамках медицинского страхования. И затем в последующем мы определимся с Минздравом и с больницей, как будем привлекать кадры. Рабочий визит правительственной группы продолжился и сегодня. С утра в районной администрации прошел прием граждан по личным вопросам, а после него состоялся отчет перед населением города, в котором приняли участие все члены делегации. После его завершения ленчане задали волнующие вопросы. Светлана Балеева, Александр Ильчук, Ленск. В Мирнинском районе также прошли отчеты правительства республики перед населением. Зампред правительства региона Ольга Балабкина первым побывала в Ирылахе, Алмазном и в Мирном. Подробнее в следующем материале. Отчет исполнительных органов государственной власти Якутии перед населением Алмазной провинции после пандемии, как и везде, прошел в реальном режиме. Жители не только заслушали выступления, но и задавали вопросы и вносили предложения. В селе Ирылах жителей волнуют вопросы по строительству нового здания пожарной части, которое давно непригодно. Льгот по коммунальным платежам переселенцам из Той-Хая, восстановление лесов, пострадавших от пожаров, и развитие нового совхоза. Цены космические. Почему? В Иваново Сунтаре цены ниже, в Ленском ниже. У нас и продукты, и топливо, все выше, даже коммунальные услуги выше. Почему так у нас? Именно в Мирнинском районе. Большая часть вопросов жителей поселка Алмазный касались темы здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и программ переселения из аварийного жилья. И общая для всех поселений проблема – бродячие животные. Также в Алмазном стоит острый вопрос по терапевтическому стационару поселковой больницы.
Очистные сооружения, вода. У нас вода очень плохая в поселке, ржавая, можно сказать. Сказали, что выделили деньги, 40 миллионов. Посмотрим, как это будет. Столовая, которая у нас разбомблена уже лет 5 стоит. В свою очередь Ольга Балабкина отметила, что в 2024 году в селе Арылах должны начать строить пожарное депо и пообещала, что совхоз «Новый» будет развиваться. Также зампред отметила, что в Мирнинском районе прозвучали жизненные вопросы, не подготовленные заранее. Ну, как вы видите, что жители Мирнинского района солидарны в целом с позицией, связанной с необходимостью возвращения трудового и патриотического воспитания в наши школы и нашим детям. Особенно это отрадно в год труда, который объявлен главой Республики Саха-Якутия. Очень много усилий вкладывается под руководством главы, в том числе в систему здравоохранения. И я уже не раз говорила, для системы здравоохранения мирнинцев именно очень важно, чтобы качество ее улучшилось. Для этого сегодня будем принимать еще дополнительный ряд усилий. Вопросов в ходе отчета в адрес республиканских чиновников было озвучено множество. Все они будут переданы в инстанции, к полномочиям которых относятся. И на все будут получены ответы, с которыми жители Мирнинского района обязательно ознакомят. В целом отчет принят. Анна Васильева, Якутия, день за днем. Образовательный кластер для подготовки к работе на производственных предприятиях создадут на базе Мирнинского регионального технического колледжа. Вопросы развития учреждения в ходе рабочей поездки рассмотрел глава региона Айсен Николаев. По его словам, в первую очередь необходимо определить идеологию образовательного кластера для создания модели взаимодействия с промышленниками. В колледже всего 18 программ подготовки специалистов среднего звена и 14 программ подготовки квалифицированных рабочих служащих. Ключевым заказчиком является «Алроса» – 70% от общего количества реализуемых программ. Сейчас здесь обучается свыше 1200 человек. В Мирном ведется строительство Дворца детства, современного центра дополнительного образования для детей и подростков, где будут обучать как творчеству, так и IT и биотехнологиям. В ходе рабочей поездки в Мирнинский район ход строительства объектов проверил глава региона Айсен Николаев. Во дворце будут работать Центр цифрового образования детей IT «Куб», который войдет в федеральную сеть, а также детский технопарк «Кванториум». Для творчества установят фото- и видеостудии, большой актовый зал для проведения культурных мероприятий. В Новгородской области продолжается мероприятие, посвященное 80-й годовщине сражения на озере Ильмень. Так, в деревне Устрека состоялся лыжный десант. В забеге по Ильменю приняли участие около 50 человек. Наш корреспондент Айсена Бурнашова готова рассказать, как участникам далась дистанция и сколько километров они прошли. Коллеги, приветствую! Всего в лыжном десанте было 3 возрастные группы. Дистанция составила 1,5 километра. Участникам пришлось идти по берегу озера Ильмень, так как по самому озеру пройти мешала талая вода. Поэтому на пути им встречались и камни, и даже местами трава. Но все участники справились с этим маршрутом. Среди участников лыжни местные жители, школьники. Самому возрастному, кстати, участнику 85 лет. Он был под номером 74. А самому юному участнику всего 5 лет. И на финише его встречали громкими аплодисментами. Молодец, молодец! Ура, молодец! 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 Малыш справился? Справился. Почему помощь за ним не отправили? Не знаю, посчитали, что сам дойдет. Так и случилось. Но он самый последний пришел. Угу, да. Зато сам? Сам, да. Якутяне также приняли участие в этом лыжном забеге. Так, для Алексея Бурцева, главы Хаптагинского наследия Чурапчинского улуса, это был первый раз, когда он встал на лыжи, но с дистанцией он справился. Мы его также встретили здесь, на финишной прямой. Как дистанция далась? Ну, тяжело было. Честно, да? Да, честно говоря. А еле доехал, но финишировал. За какое время справились? А мне не сказали, я третьим приехал и все. Мне ничего не сказали насчет времени. Но самое главное не победа, да? Ну, главное участие. Чисто для меня это участие. Этот лыжный десант посвящен 80-й годовщине со дня сражения на озере Ильмень. 3 якутские бригады, около 700 человек, должны были дойти сюда, на эту точку с противоположного берега озера. Но враг настиг их
прямо на льду. 2/3 солдат погибли. В честь мужества и самоотверженности якутских лыжников здесь с 2015 года и проводится лыжный десант. А в память о 3 якутских бригадах на берегу озера Ильмень высится гранитный обелиск в виде якутской урасы, ставший домом для тех, кто погиб на озере. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели», мы продолжаем. Каждый год в феврале в Якутии отмечается День родного языка и письменности. Якутский язык является одним из древнейших, а также одним из самых сложных и богатых языков мира. Дата выбрана не случайно. Ее приурочили ко дню рождения первого якутского лингвиста-ученого, автора первых учебников на якутском языке Семена Новгородова. В Нерюнгринском районе прошла декада, в которую вошли различные мероприятия, направленные на пропаганду национальной культуры и традиций народов Севера. Ирина Жданова продолжит. Якутский язык относится к группе тюркских языков. На нем говорит почти 400 тысяч человек. Причем это не только этнические якуты, но и представители других народов. Сам по себе якутский язык очень литературный и подходит для стихов и песен. О его значимости говорит и тот факт, что памятник якутского языка, уникальный эпос Аланхо, признан ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества. Аланхо – это очень богатое поэтическое произведение, и на первый взгляд оно совсем не детское произведение. Мне очень нравится исполнять Аланхо, потому что это гордость народа Саха. Школьники через изучение культуры и народного эпоса Аланхо познают якутский язык. Также для подрастающего поколения проводятся вокальные конкурсы, театрализованные инсценировки, выставки декоративно-прикладного творчества. Если дети знают традиции, обряды, язык, литературу народа, носителем культуры которого они являются, они и становятся патриотами. Они любят свою родину, они пропагандируют знания о культуре родного народа. И второй важный момент. Если дети уважают культуру собственного народа, то они с таким же уважением относятся и к культуре народов других, представителей других народов, которые проживают с ними рядом. Уруй айхал болун, уруй туску болун. Архагытантигинных, агынагасаналах, айхан аймагын аттах оготугар. Кюксютентигинных, кемускесюрехтых, кунеркен угун, кустех оготугар. В школах Нерюнгри дети изучают культуру своей республики. Но наряду с этим существует проблема нехватки специалистов по якутскому языку. Преподавание якутского языка пошло на спад. И вообще молодые семьи приезжают, у нас полиэтнический город, поэтому вынуждены дать детей в русскоязычную детский сад, там центры развития ребенка. И получается, ребенок попадает в русскоязычную среду, и родители заинтересованы, чтобы он быстрее забыл язык, а научился бы говорить по-русски, быть равным среди равных. И поэтому это большая проблема. Потом тоже приходит школа вся русскоязычная, поэтому тоже среда русскоязычная, и дети начинают забывать. Декаду родного языка и письменности в Нерюнгри провели представители общественной организации «Саха-Аймах» совместно с работниками библиотеки. Местные мастерицы организовали выставку. Для школьников провели тематическую викторину, а все желающие приняли участие в написании диктанта на знание якутского языка. Мы обязаны, как общественники, как общественная организация, которая включает Саха Нерюнгринского района, именно нести эту культуру, нести свой язык. Мы знаем, что язык народа – это культурный код, который сохраняет, развивает и пропагандирует культуру, традиционную культуру каждого народа. Сейчас в учебных учреждениях проводится системная работа по повышению уровня образования и развитию государственных и официальных языков, которые функционируют на территории Якутии. Наша республика – одна из
из первых начала проводить работу по языковому строительству. И сейчас делается все возможное, чтобы языки народов Севера не потерялись в огромном мире. И будущее поколение якутян знали и могли говорить на своих родных языках. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. В Якутске внедрят новую сеть автобусных маршрутов. Схему движения общественного транспорта разделят на 3 группы и закупят новые автобусы. Пересадки между пригородными и городскими автобусами станут гораздо удобнее. О том, какие именно нововведения будут и когда их ждать, расскажет Светлана Амусова. Существующие маршруты, которые формировались исторически, не успевают за довольно динамичным развитием города. Население растет, появляются новые микрорайоны. Поэтому в прошлом году окружной администрацией Якутска было принято решение о масштабной транспортной реформе. Мы изучили опыт городов, которые уже приступил к транспортной реформе, там Новокузнецк, Пермь, там, Ижевск и так далее. Таких городов на самом деле довольно много. И изучили тот, в том числе, негативный опыт, который был при недостаточной подготовке к проведению транспортной реформы. Перед началом глобальных изменений специалисты проводят научно-исследовательскую работу. Тщательно изучают пассажиропоток, собирают предложения от горожан и экспертов. Проект маршрутной сети предполагает 4 типа маршрутов. Магистральные, городские, подвозящие и пригородные. Магистральные будут обслуживать без пересадок самые большие транспортные потоки. Время работы будет продлено с 5 утра до 23 вечера. Интервалы в часы пик не более 10 минут. Городские будут обеспечивать охват всей территории города. Часы работы с 6 утра до 10 вечера. Интервалы в часы пик не более 20 минут. Подвозящие будут работать на малозагруженных направлениях. Их целью является обеспечение связи с социальными объектами. Они будут работать с 6 до 8 вечера. Интервалы в часы пик не более 30 минут. Пригородные связывают пригородные территории с транспортно-пересадочными узлами в Якутске. Работают с 6 до 10 вечера. Ходят по расписанию. Таким образом, передвигаться на общественном транспорте по городу и пригороду станет в разы быстрее и удобнее. Планируется создание транспортно-пересадочных узлов, медцентр, аэропорт и 202-й микрорайон, где можно будет продолжить поездку на других маршрутах в разные точки города. Для улучшения охвата транспортом и уменьшения времени задержек в пути некоторые маршруты будут направлены в обход крупных трасс. Например, путь от микрорайона Ильинка до улицы Богдана Чижика займет на 10 минут меньше. Если будет удобно, тогда я не против, в принципе. Но чтобы, главное, быстро ходили, чаще. Наверное, хорошо, учитывая, что некоторые маршруты, там, 17, например, ездить через каждые 5 минут, то тройка, наверное, через каждые 30 минут. В такой холод это вообще ужас. Пересадки по транспортной карте в течение часа станут бесплатными, а тарифная система проще. Еще одно из самых важных нововведений. Общественный транспорт будет работать весь день. Сейчас в Якутске после 8 часов вечера сложно воспользоваться автобусом, поскольку основные маршруты прекращают свою работу. Но в новой сети основные маршруты будут работать до 11 часов вечера. Также планируется дополнительное обновление автобусного парка. В этом году будет закуплено около 75 единиц техники. Полностью спишут с маршрутов автобусы малого класса. Но глобальные изменения начнут внедряться только с весны 2024 года. Сейчас пока ведется активная подготовка и изучение маршрутов. Светлана Амосова, Владимир Павлов, Якутск. Салат индигирка все-таки покорил иностранцев. Северный деликатес презентовали во время 21-х зимних дипломатических игр в Москве. В рамках спортивных соревнований гостей и участников знакомили с кухней арктических народов. Якутию представила чета Николая и Валерия Атласовых. Подробности у Максима Кардозу. Зимние дипломатические игры прошли в 21 раз. Их организатором является МИД России, а участники – это сотрудники различных посольств. В этом году свои команды представили 25 стран. Они соревновались за победу в хоккее, мини-футболе и других видах. Спорт – это, конечно, хорошо и интересно, но для многих главным событием все-таки стал гастрономический фестиваль «Вкус Арктики». Сюда приехали различные северные регионы нашей страны. Посмотрите, привезли свои деликатесы, готовят прямо на открытом воздухе. Здравствуйте, подскажите, откуда вы и что вы готовите? Мы из Мурманска, Териберка. Готовим заебурюху, рагу из трески, тушеная треска с картофелем и овощами. Поморское блюдо, бомбическое, посмотрите сами. Якутия тоже удивляла. Николай и Валерия Атласовы привезли в Москву замороженную рыбу. Мы будем угощать обязательно индигиркой салатом, да? То, что у нас это самый лучший салат, это наш бренд, а также строганина из нельмы будет, а также икра будет сиговая наша, которая сейчас покоряет сердца наших россиян.
Вы знаете, сколько раз была в Якутии, и каждый раз сразу бежала и говорила: мне индигирку. И строганину, конечно, тоже. Если в ресторанах есть где-то, я обязательно заказываю. Ну, прерывный ресторан какой-то, я сразу спрашиваю. Но индигирка вряд ли, поэтому это исключительно якутское все-таки блюдо. Якутская индигирка стала настоящим открытием и для иностранных послов. Такого необычного блюда они еще никогда не пробовали. И у многих из них даже появилось желание приехать в Якутию, чтобы увидеть родину такого необычного салата. Максим Кардозу, Григорий Николаев, Виктор Олесов, Московская область. Политика нулевой терпимости к COVID-19 в Китае постепенно заканчивается. Суровые ограничения отменяются, страна снова открывает свои двери для туристов и путешественников. Вместе с тем, как говорят эксперты, учитывая китайскую бюрократию, времени до того момента, как в КНР пойдет реальный турпоток, может пройти довольно много. Но то, что активная работа в этом направлении уже идет, вселяет оптимизм и уверенность. С подробностями Лидия Гасанбалаева. Экономика Поднебесной – одна из самых стабильных и развивающихся в мире. Поэтому важно восстановить и укрепить деловые связи, которые были утрачены во время ковидных ограничений. Возобновление утраченных по вине коронавируса экономических, образовательных и культурных связей между Россией и Китаем будет происходить постепенно. И первая ласточка в этом направлении – это деловой туризм. О том, какая работа ведется сейчас, расскажет нам менеджер туристической компании Тамара Идзвекова. Сейчас открыли, к всеобщему счастью, туризм. И Китай в частности. Пока он деловой, в связи с тем, что мы делаем бизнес-визы, и по ним проходят все туристы, которые желают в первых рядах оказаться в Китае. Но, к сожалению, бизнес-визы не всем можно открыть, в связи с тем, что дети не смогут выйти на эти направления. И паспортный режим должен быть не менее полугода со дня выхода из-за границы. К сожалению, бизнес-визы не все могут получить. В связи с этим ждем с нетерпением групповых списков, чтобы можно было заходить всем, и детям в частности. И паспорт, если заканчивается у меня сегодня, я также могу выйти из Китая по этому паспорту. Открыто направление Хунчунь, наш любимый Хунчунь, где собраны и китайское народное население, и корейское, и русское уже. Там и стоматология, и лечение, и массажи, и корейские универмаги, и экскурсионка достаточно насыщенная, миллионник город Янзы, город Тумэнь, город Дунхуа с храмовыми комплексами. То есть это все есть в Хунчуне. Суйфэньхэ, город, также открыт, там шоппинг. И на 3 дня, на 4 дня возможны поездки. Есть варианты выхода в Харбин через Суйфэньхэ на скоростной электричке. В общем, ждем. Пока Китай открыт только для делового сотрудничества. Но многие туристы уже с нетерпением ждут открытия границ для всех желающих. Для Дальнего Востока китайское направление является одним из самых востребованных в туристической отрасли. Это касается как приграничных городов, так и крупных мегаполисов. Я очень рада, что Китай открывается. В ближайшее время мы рассчитываем, что туда поедем, чтобы сходить по магазинам, лечение пройти какое-то. Сейчас вот подошла посмотреть, что предложат по Хунчунь. Интересует лечение. Я очень рада, что Китай потихонечку открывает свои границы. Так как я училась там, это, можно сказать, для меня родное место. С нетерпением жду возможности вернуться туда еще раз. Увеличение туристического потока снизит напряженность между нашими странами и как-то улучшит доверие, наверное, и как бы настроение поднимется, когда будет больше возможностей съездить в отпуск. Бизнес-туризм способствует развитию других видов туризма. Чем больше деловых контактов имеет регион и чем больше он привлекает к себе внимание иностранного бизнеса, тем выше его возможности по расширению спектра въездного туризма. Лидия Гасанбалаева, Владивосток. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели» мы продолжаем.
До вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» остались считанные дни. В программе соревнования по 10 дисциплинам участие в играх примут спортсмены из команд, представляющих Сибирский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа, а также команды из Москвы и 12 иностранных государств. Подробнее в материале Галины Чкуровой. Спортивные игры «Дети Азии» проводятся раз в 4 года. Первые игры состоялись в 1996 году в честь столетия современного олимпийского движения по инициативе первого президента Якутии Михаила Николаева. Так, за все время проведения соревнований игры 6 раз принимала Якутия, а в 2022 году игры впервые прошли за пределами республики. Тогда эпицентром детского спорта стал Владивосток. История зимних игр «Дети Азии» берет свое начало в 2019 году. Масштабные спортивные состязания прошли в Южно-Сахалинске с 8 по 16 февраля. Участие в старте приняли порядка более 1000 спортсменов, представляющих команды 20 стран, 6 регионов и 3 федеральных округов. В программу были включены 8 видов спорта: биатлон, лыжные гонки, фигурное катание, сноуборд, горнолыжный спорт, хоккей, шорт-трек и прыжки с трамплина. В общей сложности было разыграно 93 комплекта наград. Сборная Якутии приняла участие во всех дисциплинах, кроме прыжков на лыжах. Республику представили 117 человек, в том числе 75 спортсменов и 17 тренеров. В общем медальном зачете первое место заняла команда Уральского федерального округа, второе – Москва, третье – сборная Сахалинской области. Сборная Якутии попала в десятку лучших в медальном зачете первых зимних игр «Дети Азии». В активе сборной республики 6 медалей. 3 серебра и 3 бронзы. Вторые по счету зимние игры примет Кузбасс. Спортивный форум в этом году пройдет с 23 февраля по 5 марта. Впервые в истории игр состязания примут сразу несколько территорий: Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Шерегеш и Таштагольский муниципальный район. Чтобы на высоком уровне провести столь масштабные соревнования, принимающая сторона провела работу по улучшению материальной базы. Так, специально для проведения зимних игр «Дети Азии» была построена кресельная канатная дорога в Таштагольском районе и реконструирован спорткомплекс для прыжков с трамплина на лыжах в Междуреченске, а в Новокузнецке – арена кузнецких металлургов. «Дети Азии», как и принято в лучших традициях Олимпийских игр, начались с сожжения главного символа огня – игр. Его зажгли в Якутии на Ленских столбах. 21 января далее пронесли по главным улицам столицы региона. Далее, 24 января, Кузбасс принял эту эстафету. Первым городом, встретившим символ, стал Новокузнецк. Маршрут эстафеты пролегал по центральным улицам через знаковые для жителей города объекты. Огонь специальной лампадки был передан следующей территории Таштагольскому району. Шествие символа игр прошло в Таштаголе и Шерегеше 2 февраля. Сейчас огонь прибыл в Междуреченск. Завершится эстафета в день открытия игр 25 февраля в Кемерово. Участниками этих престижных международных соревнований станут около 1000 спортсменов. В программу вошли 10 видов спорта, в том числе горные лыжи, прыжки с трамплина, шорт-трек, лыжные гонки, сноуборд, керлинг, фигурное катание и хоккей. Особенностью игр в Кузбассе станет проведение показательных и демонстрационных соревнований по волейболу на снегу и компьютерного спорта. Будет разыграно 57 комплектов медалей. Что касается нашей республики, на играх участие примут 70 юных спортсменов по 6 видам спорта, а именно хоккей, фигурное катание, сноуборд, лыжные гонки, шорт-трек и горнолыжный спорт. Также вне зачета якутяне примут участие в показательном выступлении по биатлону и волейболу на снегу. Игры пройдут с 23 февраля по 5 марта. Известны победители групп первенства республики по волейболу среди команд второй лиги. Напомню, соревнования начались 15 февраля во Дворце спорта «50 лет Победы». Всего принимает участие около 30 команд. По результатам в четвертьфинал среди мужчин вышли сборные Среднеколымского, Татинского районов и волейболисты Северо-Восточного федерального университета. Также завтра состоятся полуфинальные встречи, а завершающие игры и закрытие первенства пройдут 19 февраля. Отмечу, что данные состязания приурочены к столетию физкультурного движения в Якутии и столетию отечественного волейбола. По итогам первенства республики во второй лиге первые 2 места отбираются на следующий чемпионат республики в первую лигу. Также в первой лиге занявшие команды 7 и 8 места, они переходят в следующий год на вторую лигу.
Неделю назад якутский боксер Василий Егоров стал победителем международного турнира в Марокко. Ну а тем временем другой представитель боксерской фамилии Егоровых, Петр, готовится к очередному бою. Но только на профессиональном ринге. О том, как воспитанник якутской школы бокса дошел до статуса боксера-профи, смотрите в следующем материале. Финальный бой весовой категории до 75 килограммов. Здесь встречаются в красном углу ринга Петр Егоров, кандидат мастера спорта из Мегино-Кангаласского улуса, и его соперник в синем углу Максим Сукаленов, кандидат мастера спорта из Алдана. В истории спорта Якутии свое имя Петр Егоров уже вписал как рекордсмен по количеству званий чемпиона республики по боксу. Их у него 11. Не ограничившись этим, Петр решил попробовать свои силы на профессиональном ринге. И ради этого он в 2019 году переехал в Санкт-Петербург. И уже 8 февраля 2020 года Петр Егоров получил лицензию профессионального боксера Федерации бокса России. Алексей Михайлович Шуцукин есть такой тренер. Там профессионал. По профессионалам выступал в тяжелой весовой категории, чемпион России. И он мне предложил по профи выступать. Когда я только переехал, я весил 106 килограмм. Раньше в супер тяжелой весовой категории выступал. Потом начал двигаться, тренироваться. Потом пришел в этот зал, под Fight Фабрика. Начал тренироваться на этом зале 2020 года, с ноября месяца, под руководством заслуженного тренера Геннадия Юрьевича Мощанова. Свой дебютный бой на профессиональном ринге Петр провел летом прошлого года в Сочи. Соперником якутского бойца стал Игорь Вельчицкий, имеющий в своем активе 4 победы. Бой прошел в первом тяжелом весе по формуле 4 раунда по 3 минуты. К сожалению, для якутского боксера дебют не сложился. Во время боя в втором раунде я большой палец сломал левой руки. И в итоге после 4 раундов по очкам с раздельным решением судьи проиграл бой. Он раньше до меня провел 7 боев в профессиональном ринге. Ну, получилось так. Я думал, выиграю, но я думаю, в связи с травмой и немножко вот профессиональный бокс отличается от любительского бокса, и немножко опыта не хватило. Суперчемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелом весе Дмитрий Бивол, говоря о своем товарище по клубу Fight Фабрика Петре Егорове, подчеркнул, что в профессиональном боксе многое зависит не только от боксера. Да, здесь очень важна команда, здесь очень важна поддержка, хороший менеджер, хороший тренер, промоутер. Все это в совокупности дает результат. Воспитанник якутского бокса Петр Егоров своим мастерством, профессиональным отношением к любимому виду спорта доказал право тренироваться вместе с лучшим боксером мира 2022 года и стал полноправным членом ведущего боксерского клуба Санкт-Петербурга. Как и многие якутские боксеры, с характером, да, то есть он не сдается в ринге, он характерный, он трудолюбивый, он заряженный, хочет добиться чего-то в этом виде спорта. Я желаю ему только успехов. Тренер клуба Fight Фабрика Дмитрий Кириллов надеется, что Петр Егоров сможет добиться успеха в профессиональном боксе. Трудолюбивый, работоспособный, сильный, уверенный в себе. В принципе, все, что надо для того, чтобы стать чемпионом. Будем надеяться, что Петя добьется высоких результатов в боксе. У него все для этого есть. Он технически хорошо развит, он очень динамично бьет, боксирует серийно. То есть он не останавливается на одном ударе. Он очень динамичный серийный боксер. Это очень хорошее качество, функциональное. Он всегда готов физически и функционально. Поэтому будем только его поддерживать и в его продвижении в профессиональном боксе. Не знающий пока поражений на мировом профессиональном ринге Дмитрий Бивол пожелал, чтобы бокс в Якутии всячески приветствовали и поддерживали. Хочу пожелать, чтобы как можно больше в Якутии занималось людей боксом, потому что бокс, он все-таки объединяет здоровый образ жизни. И с помощью бокса можно себе сделать имя, сделать будущее, обзавестись хорошими друзьями, которые с правильными мыслями. И пожелать якутским боксерам, вообще любителям бокса, как можно больше красивых боев, как можно больше побед. И занимайтесь боксом.
Первопроходцам всегда непросто, но, как гласит крылатое латинское выражение «per aspera et astra» – через тернии к звездам, к далекой цели приходишь, преодолевая трудности. Воспитанник якутского бокса Петр Егоров, несмотря на все тяготы и лишения, готов идти к заветной мечте. Легенда мирового бокса Мохаммед Али в свое время сказал: «Невозможное – это шанс проявить себя. Невозможно – это не навсегда. Невозможное – возможно». Власий Сергеев, Родион Кривогорницын, Игорь Евдокимов, Санкт-Петербург, Якутск. Телепроект «Танцуй» теперь в новое время. Смотрите телепроект «Танцуй» с 19 февраля с 19:00 до 21 по местному времени. Присоединяйтесь и болейте за своих любимых участников. Напомню, кандидатами на выбывание из проекта по итогам прошлого выпуска стали две пары. Любовь Клюкина и Вячеслав Ефимов, а также Афанасий Давыдов и Эльвира Петрова. Всю неделю за них по СМС голосовали зрители. Какую из пар удалось спасти, узнаем уже в это воскресенье в 19:00 на телеканале «Якутия-24». Такой запомнится минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». В студии для вас работал Петр Васильев. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до скорых встреч.